Сегодня мы на общественном совете проекта «Здоровое будущее» обсудили вопрос готовности образовательных, дошкольных и школьных образовательных учреждений к учебному сезону, учебному году в новых условиях, когда имеется риск распространения коронавирусной инфекции и в условиях пандемии. Мы все прекрасно знаем, чтобы сегодня приоритет по поправкам в Конституцию придан здоровью детей и вообще детям, основной приоритет придан. Значит, и образовательный процесс, воспитательный процесс, и здоровье детей в школах, дошкольных образовательных учреждениях. Это один из основных вопросов, направлений именно проекта «Здоровое будущее». Мы сегодня заслушали Министерство образования Республики Саха-Якутия, Министерство здравоохранения Республики Саха-Якутия и Роспотребнадзор. Значит, и Министерство образования доложили о готовности именно в условиях пандемии. Готовность стопроцентная проведена большая, огромная работа. 100% обеспечены рециркуляторами, то есть это оборудование, которое обеззараживает воздух в школьных заведениях, значит, и обеспеченность она стопроцентная. Также обсудили вопрос горячего питания, организации горячего питания. Значит, также мы услышали о том, что проведена очень большая работа, и сегодня учреждения, образовательные учреждения республики тоже стопроцентно обеспечены организацией горячего питания, бесплатного горячего питания в республике. Мы также затронули вопрос об медицинском обеспечении учащихся в высших школах. Значит, этот вопрос, конечно, у нас находится на постоянном контроле. Мы в феврале месяце проводили в АМГе выездное заседание двух комитетов: комитета по образованию, комитета по здравоохранению. Значит, и этот вопрос, конечно, он тоже опять-таки очень актуальный, важный. Значит, и по докладу Министерства здравоохранения, например, в городе Якутске, в крупных населенных пунктах созданы медицинские отделения дошкольных и школьных образовательных учреждениях, и это они открыты в поликлиниках, в амбулаторно-поликлинических отделениях города Якутска. Значит, и они обслуживают по графику школы, по охвату, по медицинскому обеспечению, медицинские осмотры, вакцинация, иммунизация и так далее, и так далее. Сегодня также уделен по докладу Роспотребнадзора, также они отметили, что организация горячего питания проведена большая работа. Значит, и дальше сегодня будет по направлению здоровое питание, будут проводиться очень большие, много мероприятий по этому направлению. И по вообще здоровому питанию, активное долголетие у нас по партийному проекту было уже в 2018 году. Вот этот проект у нас был реализован, проведен у нас в республике. Мы в числе, я даже могу сообщить, что 14 место по Российской Федерации заняли. Дети очень активно участвовали вот в этом проекте. То есть проводилось по здоровому питанию различные конкурсы, научные разработки. Дети сами в школах проводили, и лучших мы выявили, определили и вручили дипломы, и были победители поощрены путевками в санаторий-профилакторий Сосновый Бор.
Министерства образования.